России важно иметь верного союзника в Закавказье, и она продолжит развивать активное военно-техническое сотрудничество с Абхазией, заявил председатель Комитета Госдумы России по обороне и безопасности Андрей Картополов. Что касается отношений в рамках военного сотрудничества, безусловно, они развиваются. Есть договор и планы по оснащению и переоснащению вооруженных сил Республики Абхазия, сказал он в эфире радио «Спутник Абхазии». Картополов отметил, что уроженцы республики сегодня участвуют в специальной военной операции. Там погибли уже более 50 абхазских бойцов. Для Абхазии это очень серьезная цифра. Об этом говорил Сергей Кириенко в своем выступлении. Мы это видим, мы это чтим и глубоко уважаем за это абхазский народ, заявил он. Андрей Картополов также подчеркнул, что Абхазия и Россия интересны друг другу по многим причинам, начиная от безопасности, заканчивая экономикой и туристическими возможностями Абхазии. В принципе, в Гагре природа точно такая же, как, например, в Монте-Карло, и этим надо пользоваться. Значит, нам надо создавать свое Монте-Карло и свои Канны, чтобы здесь было то, чем можно гордиться, чтобы люди ехали сюда с удовольствием, чтобы люди стремились сюда ехать. Российский турист – благодарный турист, он голосует рублем, он приносит эти рубли экономике Абхазии и тем самым поднимая благосостояние абхазского народа, заметил депутат. Он напомнил, что развиваются и инфраструктурные проекты, например, реконструкция КПП на границе, которая должна завершиться к 2028 году. Это позволит вдвое увеличить пропускную способность погранпункта. Помимо этого, добавил Картополов, открытие Сухумского аэропорта и наращивание пассажирского потока по морю и железной дороге будут способствовать увеличению потока людей в Абхазию, что положительно скажется на экономике страны. Продолжаем передачу. При последовательной политике и терпении Тбилиси способен вернуть Абхазию и Южную Осетию. Такое мнение высказал премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе в интервью телеканалу Имеди. Я думаю, что при последовательной политике и терпении вполне реально достичь любой цели, в том числе и нашей главной мечты – восстановления территориальной целостности, заявил Кобахидзе. По его словам, события развиваются динамично и пока неизвестно, куда пойдут эти процессы. Решение этого вопроса будет зависеть от разных факторов, но при терпении и правильной политике все возможно, утверждает грузинский премьер. Новизны в этом высказывании нет никакой, считает политолог Сергей Маркитонов. Он успел уже откомментировать заявление грузинского премьера в своем телеграм-канале «Донской казак». В грузинских нарративах об Абхазии и Южной Осетии, как властном, так и оппозиционном, доминируют два представления, пишет Маркидонов. Что характерно, их транслировали и радикальные националисты, и вполне себе респектабельные мыслители вроде Мираба Мамардашвили, бросившего как-то раз, что слово Абхазия является синонимом слова «Грузия». Во-первых, борьба за независимость рассматривается как бегство от России. Не так важно, под каким знаменем. А бывшие автономии Грузинской ССР при таком раскладе видятся как инструменты Кремля, считает политолог. Во-вторых, самостоятельная мотивация абхазов и южных осетин недооценивается и принижается. Отсюда и популярность нарратива. Восстановление территориальной целостности – это не просто преодоление каких-то местных смут, это полное и окончательное освобождение от имперской длани, пишет эксперт. Абхазия и Южная Осетия являются для постсоветской Грузии важным элементом ее символической власти. Эмиль Дюркгейм называл это проявлением логического конформизма, то есть гомогенным восприятием времени, пространства, числа, причины, что делает возможным согласие между умами и провластными, и оппозиционными. Граждане Грузии и власти страны заключили негласный общественный договор по поводу ключевых проблем, вызовов, угроз. Отсюда и секьюритизация не в пользу России, и формирование национально-государственной идентичности, отмечает Македонов. Далее политолог отмечает, что этот вопрос давно уже стал предметом внутренней политической борьбы в Грузии. Абхазо-юго-осетинский фактор, отмечает Македонов, давно и прочно инструментализирован. И любой представитель власти или оппозиции 100 раз подумает, прежде чем хотя бы намекнуть об уступках в этом вопросе. Можно не досчитаться не только голосов, но и угробить собственную карьеру, отмечает Маркедонов.
К другим новостям. Американская разведка в ежегодном докладе констатировала, перспективы Украины на поле боя стремительно тают, пишет Политика. Несмотря на помощь союзников, конфликтное истощение приведет к ослаблению позиций Киева. Потенциальное соглашение будет достигнуто на выгодных для России условиях, озабочено в издательстве. В ежегодном докладе, опубликованном во вторник, американские разведывательные ведомства забили тревогу насчет стремительно тающих перспектив Украины на поле боя. Ежегодная оценка угроз за 2025 год, обнародована управлением директора национальной разведки и озвученная высшими должностными лицами на слушаниях в соответствующем Сенатском комитете, предупреждает, что последний год Москва, цитата, берет верх в конфликте и идет к тому, чтобы сосредоточить в своих руках больше влияния. Конец цитаты. И добиться более выгодных условий на переговорах с Украиной и Западом. Разведывательные ведомства констатируют, что военная устойчивость России сохраняется, несмотря на большие потери на поле боя. Личный состав исправно пополняется, а промышленный потенциал продолжает наращиваться. Издание «Политико» также отмечает, что анализ разведки появился на этапе, когда президент Дональд Трамп стремится к мирному урегулированию. Ранее он баллотировался в президенты с обещанием остановить конфликт за сутки. Однако отношения США и Украины переживают сумбур, невиданный с начала российской спецоперации в 2022 году. Дипломатический натиск Трампа также встревожил сторонников Украины в США и Европе, которые опасаются, что потенциальное соглашение может быть достигнуто на выгодных России условиях, пишет Политика. При этом оценка разведки ставит под сомнение готовность как России, так и Украины к соглашению. Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в продолжении обсуждений с целью прекращения боевых действий, говорится в отчете, но, по-видимому, оба лидера по-прежнему считают, что риски затяжного конфликта в любом случае меньше, чем при неудовлетворительном урегулировании.